Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Уменьшение преступности и рост дел коррупционной направленности. Представители силовых и правоохранительных структур подвели итоги. Черноморэнерго проводит работы по обновлению электросетей в Сухумском районе. Открылся международный молодежный лагерь, участники которого внуки и дети ветеранов войны народа Абхазии, а также молодежь из Курской области. В Сухуме прошло координационное совещание представителей силовых и правоохранительных структур Абхазии. В нем принял участие президент Аслан Джаня. Обсуждались актуальные проблемы в сфере безопасности и правопорядка, вопросы координации силовых и правоохранительных органов, выработки единых подходов к эффективному решению поставленных задач, а также определение приоритетных направлений правоохранительной деятельности. В совещании участвовали вице-президент Бадрагунба, премьер-министр Александр Ангваб, спикер парламента Лаша Ашуба, депутаты парламента, генеральный прокурор Адгур Агрба, члены правительства, представители судебного сообщества. Мы должны опереться на возможности, которые предоставляет нам Российская Федерация, опереться на эти возможности для укрепления нашей государственности, для укрепления нашего экономического суверенитета, из которого проистекает все основное. Это и военная безопасность, потому что военный человек в погонах должен получать достойную заработную плату. Не ту, которую сегодня получает. Вот министр внутренних дел докладывал, говорил о том, что в 2020 году средняя заработная плата по Министерству внутренних дел была 14 тысяч, сегодня 28. Да, конечно, 28 это лучше, чем 14. Это лучше, но этого мало. И для того, чтобы эта зарплата у сотрудника милиции, у участкового, у УГАИ, у следователя была достойной, мы должны развивать нашу экономику. Только об этом идет речь. Каким образом это сделать? Конечно же, опираясь на наши собственные ресурсы, в том числе финансовые, сделать заметный рывок практически невозможно. Мы должны привлекать сюда инвесторов. Инвесторы должны сюда прийти, создавать рабочие места, создавать условия для того, чтобы люди, которые там будут работать, имели достойную заработную плату. Налоговые поступления от их деятельности как раз-таки будут направлено на повышение заработных плат людей в погонах, врачей, учителей и так далее. Вы знаете, софинансирование этих процессов, то, что приостановлено сегодня, это пока разговоры, скажем так. Нам в силу того, что плановые показатели удалось выполнить, мы месяц, наверное, потерпеть сможем. А потом будет очень сложно. Вот человек, который получает, допустим, заработную плату там, 16 или 17 тысяч, будет получать 9 или 8. Это очень ощутимо. Эти цифры сами по себе маленькие. Но если их урезать, это будет очень болезненно ощущаться на большом количестве наших граждан. И зачем это делать вообще? Какие основания? Когда все, что предлагается во имя и в пользу нашего государства. Расширенный репортаж с координационного совещания представителей силовых и правоохранительных структур смотрите в нашей программе. В эти дни, 31 год назад, бойцы Абхазской армии развивали успешное наступление. 23 сентября подразделения Абхазской армии на Западном фронте продолжили успешное наступление. Освобождены здания средней школы номер 16 бывшего Сухумского райкома партии, второй поликлиники, кондитерской фабрики, завода газовой аппаратуры, химзавода и Сухумской телефонной станции. Абхазские бойцы приостановились на Старопоселковом направлении, на подступах к зданию строительного треста номер 6, а на Новорайонском направлении у ПТУ, Малого рынка и семейного общежития. Освобождена Сухумская гора и фуникулер. В это время на Восточном фронте 6-тысячная группировка противника, усиленная многочисленной бронетехникой и артиллерией, пошла на прорыв со стороны Чамчиры по направлению к городу Сухум.
Наиболее тяжелые бои проходили в районе сел Тамыш, Ануарху и Кындах. Но все же, благодаря стойкости наших бойцов, противник не смог прорвать оборону абхазской армии. Черноморэнерго проводит масштабную модернизацию электросетей в Сухумском районе. В настоящее время работы идут в селе Дзукта, где проводят высоковольтную линию и меняют кабель распределительной сети. Все подробности у Ульяны Рожковой. Кампанию по обновлению электрических сетей в Сухумском районе Черноморэнерго развернула с начала 2024 года. Масштабные работы охватили несколько населенных пунктов, включая село Гумиста, улицы Шерская и Гочо, Верхнюю Шеру, улица Шаумяна и Нижнюю Шеру, улица Пабба. В настоящее время усилия энергетиков сосредоточены на улице Колхозной в селе Дзукта. Глава села Ваграм Казарян подчеркивает критическое состояние старых сетей, но уверен, что ситуация в скором времени изменится. И думаю, уверен, что Новый год улицы жителей Колхозной встретят уже с хорошим напряжением, будут радоваться, что на Новый год свет у них не отключится. Протяженность новой высоковольтной линии 330 метров. Также будет заменено порядка 400 метров кабеля распределительной сети. Модернизация включает установку новых столбов, монтаж проводов и замену трансформатора. На данном объекте работы были спланированы еще в 2023 году, но проблема наша стояла еще раньше. Проблема заключалась в том, что провода, которые здесь 0,4, мощности 0,4 киловатт и 10 тысяч, они в плохом состоянии, и была необходимость заменить их. На данный момент проводятся работы по установке опорных столбов и подвески провода мощностью 10 киловатт. И с дальнейшей установкой трансформатора. Для 18 семей, проживающих на улице Колхозной, эти изменения крайне необходимы. Более 50 лет сети не обновлялись, что привело к серьезным проблемам с электроснабжением. При высокой нагрузке среднее напряжение в сети составляло всего 120-130 вольт, что делало невозможным использование многих бытовых приборов. На данный момент приборы не работают, потому что напряжение очень низкое. Решанта бывает не помогает. Ну вот надеемся, что в данный период, когда сделают, поднимется напряжение. Работы осложняются особенностями местного рельефа. Были сложности, некоторые моменты, так как некоторые опоры приходится ставить на краю оврагов, так как и места оползней. И, то есть смотрим почву, какой грунт, выставляем вот такие вот подпорки в нужных местах. Тимур Кварча также отметил, что в некоторых случаях приходилось договариваться с жителями об установке опор на их участках, и люди отнеслись к этому с пониманием. Черноморэнерго продолжает плановые ремонты электросетей во всех районах республики. Помимо работ в селах, компания занимается ремонтом и установкой трансформаторов, стремясь обеспечить стабильное и качественное электроснабжение для всех жителей Абхазии. Ульяна Рожкова, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. В селе Тамыш Чемчерского района торжественно открылся международный молодежный патриотический лагерь «Потомки героев». Участники лагеря – внуки и дети ветеранов и добровольцев Отечественной войны народа Абхазии, а также молодежь из Курской области, России в возрасте от 14 до 22 лет. Церемонию открытия посетили Аслан Бжаня и посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Все участники проекта – это более 100 человек, расселенные в комфортабельных номерах отеля «Тамыш-Виллаж». Программа лагеря насыщена спортивными мероприятиями и познавательными экскурсиями по историческим местам Абхазии. Организатор – Государственный комитет по делам молодежи и спорту. Средства на проведение лагеря по поручению президента выделены Госкомитетом. Лагерь, приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии, завершится 2 октября. Дорогие дети, я очень рад тому, что сегодня в моем родном селе состоялось такое красивое мероприятие. Очень важно, чтобы вы знали друг друга, дети с Курской области, дети Абхазии, внуки и дети наших ветеранов, чтобы вы дружили друг с другом. Это очень важно. Наши народы давно
испытывают очень теплые чувства друг к другу. И мы надеемся на то, что вы эти чувства перенесете и их усилите. Желаю каждому из вас приятного отдыха. Буду рассчитывать на то, что когда лагерь закроется, вы приедете к себе домой. Первое желание, которое вы будете испытывать, это вернуться обратно в этот лагерь всего-то выше. Приятного вам отдыха! В районе Клухорского перевала офицерами управления Министерства обороны и курсантами СВОКу установлена памятная доска с наименованием частей Красной Армии, не допустивших прорыва фашистской Германии на территорию Абхазии. В этом месте были разгромлены отборные дивизии вермахта. Мероприятие прошло в рамках совместной акции Министерства обороны и Нижегородского инженерно-экономического университета, посвященной героической обороне Кавказа. На следующем этапе будут установлены памятные плиты на Марухском и Санчарском перевалах. В мае этого года Кабмин принял постановление об организации в республике Центра медико-социальной экспертизы. Республиканский центр расположился вблизи Сухумской детской поликлиники в новом отремонтированном здании. Медико-социальную экспертизу проводят ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, но планируют принимать всех граждан Абхазии для выявления и диагностики заболеваний и степени инвалидности. О работе центра в материале Уляны Рожковой. К сожалению, в нашей стране немало граждан с инвалидностью и острыми заболеваниями. Все это отголоски и последствия Отечественной войны народа Абхазии. И большое значение для таких граждан имеет медико-социальная экспертиза, которая осуществляется в целях определения степени утраты трудоспособности, причины и группы инвалидности, а также сроков ее наступления. Государственное учреждение функционирует практически в полном объеме. В центре работают высококвалифицированные специалисты. К нам обращаются граждане, прежде всего, на сегодняшний день это участники Отечественной войны с заявлением и просьбой о проведении соответствующей экспертизы. Но прежде всего проводится их предварительное консультирование нашими врачами-специалистами, затем они направляются на амбулаторное и стационарное обследование и лечение, где проводится полный комплекс всех необходимых мероприятий с целью установления окончательного диагноза и рекомендации о дальнейшем лечении. Экспертиза проводится для ветеранов со всех районов нашей страны. Всего на учете в учреждении состоят 115 человек. В особых случаях, как поделился директор центра Томас Цахнакия, специалистам приходится выезжать по месту жительства пациентов. Наибольшее количество лиц с инвалидностью проживают в Гудаутском и Гагарском районах. Состояние здоровья многих наших граждан и пациентов, которые сюда обращаются, оно достаточно сложное. Мы в ходе консультирования, диагностики выявили очень большое количество больных с онкологическими заболеваниями. Но превалирует у нас, конечно, неврологическая патология, это заболевания центральной нервной системы, как следствие, отдаленные последствия, стойкие причем, травмы, которая была получена в период Отечественной войны. Как правило, это закрытые, в некоторых случаях открытые черепно-мозговые травмы, контузии головного мозга, баротравмы и так далее. Спустя более 30 лет некоторые ветераны войны даже и не обращались за помощью к экспертам и медикам. А те, кто обращаются первично, в основном граждане 50-60 лет, уже перенесли инсульт либо инфаркт. Большинство из них уже с инфарктами или с инсультами. И они, конечно, которые первично обращаются, мы стараемся в короткий срок их обследовать. То есть это буквально 2 или 3 дня, в зависимости от того, когда поступили. Полное клиническое обследование на базе неврологического отделения. В учреждении на сегодняшний день работают 6 врачей-экспертов. Вся документация и учет больных информатизируется в электронном виде. Это нововведение значительно облегчает работу врачей медико-социальной экспертизы. Фактором, учитывающимся при
приеме заявления от гражданина для медико-социальной экспертизы является документ, который подтверждает участие гражданина в действиях, военно-боевых действиях при Отечественной войне. То есть это архивная справка, в которой указывается дата и обстоятельства, при которых были получены те или иные увечья, ранения и травмы. Помимо архивной справки, в минимальный пакет документов входит подача справки формы номер 88. Это поликлиническая справка по месту жительства, в которой обязательно должно быть указано основное заболевание, сопутствующие заболевания, осложнение сопутствующих заболеваний и тот минимальный перечень обследований, который был проведен для того, чтобы гражданин получил соответствующую справку. Центр медико-социальной экспертизы на достигнутых целях не останавливается, а планируется оснащение кабинетов специальной техникой, которая важна при экспертизе, и многое другое. А также, помимо обследования ветеранов войны, принимать и других граждан республики. Ульяна Рожкова, Раму Камкия, Абхазское телевидение. 14 нетрезвых водителей выявлены сотрудниками ГАИ в ходе очередного рейда. Двое из них управляли автотранспортом в состоянии наркотического опьянения. 2 человека отказались от медицинского освидетельствования. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского освидетельствования на предмет опьянения. Пачули Аслан Хасамбиевич, 1970 года рождения, житель Чемчирского района, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Луспарян Миран Саркисович, 1965 года рождения, житель Гулрыбского района, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Кардав Александр Зурабович, 1973 года рождения, житель города Гал, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Анкваб Беслан Эдуардович, 1979 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Семенов Александр Анатольевич, 1984 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Каримов Салех Тимурович, 1988 года рождения, житель Гулрыбского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Ахфледиани Вадим Тарелович, 1985 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Квициня Джансух Алексеевич, 1982 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Бардунов Михаил Венедиктович, 1966 года рождения, житель города Москва, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Батриддинов Артур Равкатович, 1989 года рождения, житель города Челябинск, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Алан Аслан Русланович, 1996 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Ходжава Лексо Шалерьевич, 1989 года рождения, житель города Гал, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Узунян Ливон Ливонович, 1985 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Шанава Анри Вальтерович, 2003 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Гумба Даур Алексеевич, 1969 года рождения, житель города Гудаута, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Шамба Хаджарат Амиранович, 1993 года рождения, житель города Сухум, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. 25 сентября в Национальной библиотеке пройдет 11-й арт-фестиваль «Прогулка по набережной». В этот раз фестиваль будет посвящен героическому подвигу народа Абхазии в борьбе за свободу и независимость Родины. В нем примут участие ветераны Отечественной войны народа Абхазии, а также представители различных общественных организаций, деятельность которых связана с военно-патриотическим и интернациональным воспитанием молодого поколения. Константин Ахбам стал победителем всероссийских соревнований по боксу «Юность России». Турнир по боксу среди юношей проходил в городе Каменка Пензенской области, сообщает пресс-служба Госкомспорта Абхазии.
Абхазский спортсмен провел 5 поединков и во всех одержал победы. Константин выступал в весовой категории до 57 килограмм и представлял школу олимпийских надежд города Санкт-Петербурга. Тренируется под руководством Игоря Сидоренко. Является воспитанником тренеров Аслана Ахба и Эдуарда Депеляна. На Черноморском побережье Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. Последние дни в Абхазии погода изменилась. В ближайшие несколько дней также ожидаются ливневые осадки. Чего стоит ожидать от погоды этой осенью, узнавала Рада Чичава. Говорят, у природы нет плохой погоды, но первый месяц осени уже дал о себе знать. Удушливый зной сменился дождливой прохладой. На Черноморском берегу ожидается ухудшение погодных условий. В соседнем Сочи даже объявлено штормовое предупреждение. Но стоит ли жителям и гостям Абхазии готовиться к бурям и сильным дождям? Вторая половина, вернее, сентября, с 26-го температура будет повышаться до комфортных значений. Это порядка 26-27 градусов и дневные температуры. Ночные температуры порядка 22-24 градуса в среднем. Ну, понятное дело, что приморская зона она будет более прогрета за счет того, что температура морской воды она остается относительно климатической нормы выше. И в связи с этим, в общем, тепловой эффект будет наблюдаться в приморской зоне. Как отметила Сида Аксалба, ураганов в Абхазии опасаться не стоит, но в ближайшие дни ожидаются ливневые дожди. Порывы ветра возможны в Гагарском и Гудаутском районах. В Западной Абхазии прогнозируются обильные осадки, однако серьезных подтоплений, какие были в прошлом году, не будет. В Абхазии мы не ожидаем сильных ветров, что в западной, что в восточной части Абхазии. Мы ожидаем больше ливневого характера осадки. Относительно, скажем, порывы ветров порядка там 18 метров в секунду для Гагарского и часть Гудаутского района, особенно для Гагарского района, потому что это отголоски, которые идут с Краснодарского края. Что касается западной части Абхазии, здесь больше мы прогнозируем осадки, причем выпадением месячной суммы осадков. Это говорит о том, что на реках, конечно же, вода может подняться, но таких мощных подтоплений, как это имело место прошлой осенью, мы эти 3 дня не ожидаем. Ветров и выпадения обильных осадков жителям республики стоит ожидать в конце октября. Более мощные осадки и, соответственно, ураганные ветра мы по сегодняшней информации ожидаем в конце октября. Но в октябре опять-таки будут сценарии тепловых, оттепели имеется в виду, но и похолоданий. Резкие оттепели, похолодания, череда будет максимально для октября месяца. В ноябре относительно будет тепло в силу того, что там меньше вторжения холодных воздушных масс на территорию Абхазии. Но, тем не менее, в ноябре тоже будут сценарии, связанные с опасными явлениями погоды, имеется в виду с их проявлением. Настоящая осень с понижением температуры воздуха наступит в Абхазии в конце октября. В это же время прогнозируется значительное понижение температуры в горной местности. Температура понижения воздуха мы ожидаем опять-таки под меньше даже декадных значений в октябре и в ноябре. В декабре тоже будет очень холодно, но снега мы не ожидаем, потому что морская вода, она прогрета, а вода остывает медленнее, чем воздух, и поэтому в декабре мы точно твердых осадков не видим для приморской зоны. Мы уже в октябре, в конце октября ожидаем мокрый снег в высокогорной части Абхазии. Соответственно, оно и будет сбивать уже температуру в ноябре месяце. Температура морской воды весь октябрь значительно понижаться не будет, а это значит, что до конца месяца жители Солнечной Республики смогут наслаждаться теплой погодой и комфортной температурой воздуха. Рада Чичава, Рамо Камке, Абхазское телевидение.
По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии во вторник, 24 сентября, ожидается облачность с прояснениями погода. Временами дождь, переходящий в ливневый с грозой. Температура воздуха ночью плюс 13-18, днем плюс 19-24, температура морской воды плюс 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.